Добрый день. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Союза управляющих компаний, директор управляющей компании «Бюджетник» Аурика Стручкова. Добрый день. Да. Аурика, недавнее ваше выдвижение на праймерис «Единой России», не прошло незамеченным. И расскажите, почему вы решили принять участие в партийном предварительном голосовании? Я одной из первых вступила в партию еще 20 лет назад, более 20 лет назад. И поэтому вот решила выставить свою кандидатуру на праймерис, да, потому что я считаю себя в своей сфере, в жилищно-коммунальной отрасли, да, опытной. Вот у меня колоссальный опыт обслуживания многоквартирных домов, знание жилищных вопросов. И вот я свои знания и опыт, и даже, желание, да, вот помочь жителям, хочу направить в это через представление их интересов в городской думе. На сегодня много вопросов, которые можно решать, да, через городскую думу. Вот есть проект в «Единой России» «Школа грамотного потребителя», чтобы собственник знал, как содержать свой дом, свои обязанности, права. Вот на сегодня из улусов приезжают, да, из ближнего зарубежья. И, конечно, нужна эта школа грамотного потребителя. Как пользоваться, да, сантехническим оборудованием, вплоть до канализации. У нас же обычно туда все сливают. Думаю, что все туда надо сливать. А на самом-то деле нужно тоже правила, да, знать, как все это, куда это проходит, все, через что. И поэтому забиваются и колодцы в зимнее время, да, переливы идут под дом. Опять же, если колодец забитый, пока дождешься водоканала, все равно же переливы идут под дом. Потом весной приходится убираться управляющей компанией, не водоканал уже ведь под домом. Поэтому писать, что все это управляющая компания виновата, это, конечно, неправильно. Потом мы должны обслуживать же многоквартирный дом, да, сезонная эксплуатация, у нас по сезонам, согласно законодательству идет, по 290 постановлению Российской Федерации, минимальный перечень работ, да, по приказу Минстроя, значит, 170-му, все мы на основании каких-то нормативных документов работаем. И также защищать интерес управляющей компании, потому что мы же создали Союз управляющих компаний города Якутска для того, чтобы управляющие компании были защищены тоже, упорядочение было в их деятельности, да. И в городской думе у нас сейчас одна компания, да, представляет депутата, но это большая компания, да, Прометей. И по городу, значит, у нас более 90 компаний, с которыми надо работать, да, освещать для населения и развивать, улучшать качество обслуживания. Как-никак мы решаем текущие задачи, заявки, жалобы, да, от населения, поэтому и мы знаем их проблемы, получается, да, и поэтому мой выбор, да, поставить свою кандидатуру в праймерис, заведомо зная, что, нелегко, сложная сфера, полагаясь на свой опыт. Хорошо. Теперь вернемся к вашему выдвижению. После того, как вы подали документы на предварительное голосование, вдруг в сетях, в Телеграме пошла какая-то волна негатива в ваш адрес. И можете рассказать, почему и оправдан ли этот негатив? Действительно, мы же работаем каждодневно не по радостным моментам, а по заявкам, жалобам, да, когда бывают аварии, да, и они имеют сезонный характер. И нынче действительно аномальный был холод, потом этот снег, да. Несмотря на то, что в тарифе нету, да, таких моментов, как вывоз, да, снега, работа техники, да, у нас жители платят только за уборку территории, да, механическим способом, то есть через дворника, да. И управляющие компании всего города работали над тем, чтобы убирать придомовую территорию. Хотя территория это муниципальная, да, они муниципальные дворники, значит, муниципальная техника должна была работать вообще по законодательству. Но у нас такого понятия именно нету, да, и
ставится вопрос перед окружной администрацией, чтобы были утверждены тарифы для муниципального жилищного фонда по содержанию дворовых территорий. И вот управляющие компании ставят постоянно на совещаниях такие вот моменты. И вот через городскую думу это было бы, как бы, вот, если бы мы там были, да, конечно бы эффективнее. Вот самое легче, да, вот как бы бить человека через вот негатив, да, это наша каждодневная, да, как бы работа. Наледи они везде есть, даже в новом жилищном фонде. Вот у нас новые дома построили на Редзинского, да, допустим, вот около Монетаха. И там всю зиму тоже фекалии текли именно на дорогу, на новую дорогу. И нигде не было таких публикаций, нигде, да, потому что люди не выдвинулись как бы свою кандидатуру депутаты, да. По Жарницкого тоже новый дом стоит огромный. И там тоже разливы были. Писали, что разливы есть, но никогда не говорили про управляющую компанию, которая там обслуживает. А вот в связи с тем, что я выдвинула кандидатуру, все, что вот происходит у нас в жилищном фонде, все это освещается. Идут призывы. Это вот как бы я считаю не в отношении меня, да, а в отношении вот правящей партии Единой России, членом которой я являюсь, как бы, да, через призму этого вот идут вот эти скандалы. Ну вот шла речь о том, что у вас идет судебная тяжба с водоканалом. Ну и как бы я думаю, что вообще вот эти вот арбитражные разбирательства – это стандартная практика вот в работе любой управляющей компании. Да, действительно, у нас разбирательства были еще, значит, 2 года шли, закончились в прошлом, 1,5 года назад с водоканалом, где мы выиграли. Вот они, значит, нам выставляли 16 миллионов долга, да, значит, мы выиграли, и нынче они тоже вот, ну, как бы выставили 4,5 долга, но разбирательства идут, еще вот судебного решения нету, и говорить, что вот управляющая компания задолжала такую сумму, да, рано. То есть это повседневная наша задача сверяться с поставщиком. И мы, допустим, с этой суммой не согласны, опять же, да, у нас и свои расчеты есть, и жители напрямую оплачивали водоканал, да, какие-то суммы действительно водоканалом намеренно, да, как бы не отражаются. Этот вопрос есть тоже, как бы вот монополисты, поставщики, они свои версии обязательно делают так, чтобы управляющая компания была постоянно как бы виноватой. Вообще вот управляющая компания в законодательстве, да, она всегда виновата и перед жителями, и перед надзорными органами, и перед поставщиками. Когда оценку управляющей компании делают ресурсники, да, не сама управляющая компания, но мы каждодневно вот трудимся, да. Видимо, вот я выбрала эту сферу сложную, потому что считаю, что она по плечу. Вот. И я тут не случайный, да, человек в этой сфере. А ваша управляющая компания, она какой жилой фонд обслуживает? Вообще большой он или небольшой? Ну, мы вот находимся на Жарницкого-Рецинского. Квартал строил, значит, город. Половину устроили РИА вот в свое время, да. И у нас малоэтажное, да, строительство, невысотные дома. Вот сейчас начали строить высотные дома, а внутри квартала, получается, малоэтажные дома. И, конечно, вот обслуживать, да, когда мало квартир, это доходов там практически нет. Вот у нас большие компании обслуживают высотные дома, они сразу на доход уходят, да, как бы вот. А тут, получается, вот каждодневно надо трудиться, тем более, что в квартале нету горячей воды, централизованной подачи горячей воды. Над этим хочу работать, чтобы обеспечить квартал горячей водой. У нас, получается, в каждом доме готовится горячая вода через теплообменник. И вот этот теплообменник в наших климатических условиях быстро приходит, изнашивается. А стоит очень дорого. И в связи с санкциями их даже, можно сказать, трудно найти. Там и насосная группа, там очень много оборудования, значит, в каждом доме требует вложения. А вкладываться должны собственники. А у нас, получается,
категории бюджетных работников, для бюджетной сферы же квартал строился, да, поэтому очень большой разрыв кассовый. Люди вот 75% оплачивают от квартплаты, вот 25% как бы у нас получается кассовый разрыв. И мы на текущие свои расходы не получая, люди не имеют возможности, да, вот, докупать оборудование, потому что в тарифе вот приобретений нету. У нас в тарифе есть только ремонт существующего, да, содержание его, да, значит, почистить, да, а приобретений нет. И когда мы с собственникам обращаемся, что надо приобрести, а это все очень дорого, и они начинают это, нет, мы ничего не должны, как бы вот школа грамотного потребителя, вот это тоже градацию, да, обязанностей, прав и обязанностей, как бы тоже должна учить. И, конечно, вот у нас собственники переселенцы могут быть, да, у которых денег нету действительно, да, закредитованное, население закредитовано, поэтому в последнюю очередь платят за жилищные услуги. Хотя у нас тариф вот не поднимался, да, 8 лет не поднимался, наверное. Если посмотреть по технической обслуживанию, только на 2 рубля. Вот повысилось, если в рублях посмотреть, за 8 лет. Она всегда такой вот общественницей была. Она была членом вот этой, как вошла в эту нашу общественную организацию женщины столицы за чистый город. И вот она свои предложения вносила за чистый город. Потом, когда был юбилей Губинского округа, УК ЖКХ Губинский, мы ее включили в эту книгу, посвященную этому юбилею ЖКХ Губинский. Она там тоже выступила как член общественного движения «Женщины за чистый город». Значит, это тоже имеет очень большое значение, что человек всесторонне развит, всесторонне хочет вот этим вот делом заниматься. И просветительская работа, и такой вот деловой работой. Ну и потом, конечно, то, что вот она и в СГХ работала, у нее опыт хороший, практика у нее очень хорошая. Поэтому я считаю, что вот нам, этим собственникам жилья, все надо только поддерживать таких людей. УК «Бюджетник», они работают и обслуживают наши дома с 2009 года. Я здесь проживаю со дня постройки этих домов, с 2007 года. Вот это вот 18/8 Выродзинского, это первые вот дома. Поэтому все происходило на наших глазах. Ну, становление, конечно, было очень сложно. Люди потом привыкали. Ну, постепенно, значит, управляющая компания, ну, налаживала работу с общественностью, со старостами. Добрый день. Значит, ну, что я могу сказать? Конечно, сейчас очень сложное время для всех управляющих компаний. Сами видите, какой год выдался. Очень много снега, очень много работы нам добавила сама природа. Но, несмотря на это, управляющая компания «Бюджетник» свою работу старается выполнять. Сейчас идет большая работа по вывозу снега. Если посмотреть на двор, мы видим, что работают машины. Вчера у нас спускали снег с крыши с нашего дома, мы тоже это видели. И, конечно, планомерная работа ведется по просьбам всех жителей. Да. Конечно, такая ситуация сейчас непростая во всех управляющих компаниях города, не только в «Бюджетнике». Но мы надеемся, что все мы, жители, в том числе и управляющая компания «Бюджетник», справится с этой задачей, и мы спокойно встретим наш, как говорится, летний Новый год, и все эти проблемы будут решаться. И надо стараться, наверное, друг друга понимать и поддерживать, и только тогда вместе со всеми совместными усилиями мы можем превратить наш город в достойное место для проживания граждан. Ну вот в общественной жизни мы не только как бы на мероприятия ходим, да, но и действительно реально помогаем многодетным семьям, да, малоимущим, собираем вот гуманитарную помощь после пожара, да, раздаем вот вместе с управой, да. Также вот специальная военная операция, мы тоже вот управе делали свечи из воска, да. Значит, в Якутской Арктике тоже наши женщины шили там военные вещи, да, какие-то вот балаклавы или там вот. И, значит, также по землячеству мы через координационный центр работаем
помогаем своим землякам. Собирали деньги, да, для наших мужчин, которые вот из нашего именно национального района, вот Ивано-Бутантайского ушли. И все мы вот всем улусам, и здесь, которые вот земляки у нас в городе Якутска, да, вот их, значит, собирали им вещи, вот, провожали их. И до сих пор с ними ведем, как бы вот, участвуем, да, вот. То есть общественная жизнь не только вот как бы мероприятия, да, песни, пляски, но и вот помочь решить конкретную проблему. Вот. И в этом году мне присвоили звание почетного гражданина Ивано-Бутантайского национального улуса. Я очень благодарна нашим землякам, что они, значит, меня вот так оценили, да, мою, значит, общественную работу. Вот. Хотелось бы, конечно, благодарить депутатов нашего района, да, что вот отметили меня. Вот. И, ну, хотелось бы сказать, что действительно, да, настало время, я считаю, да, мне вот выставить свою кандидатуру, чтобы жители оценили и пришли, участвовали.